И вновь ингушский флаг был поднят над спортивной ареной России. На этот раз его вознесли сильные руки армрестлера Адама Баркинхоева, который стал победителем одной из самых престижных весовых категорий 100 килограмм. Прошедший чемпионат России по армрестлингу был посвящен 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эти соревнования стали знаковыми для Республики Ингушетия, выходец из которой стал лучшим среди самых сильных рукоборцев со всей страны. Дорога в мир большого спорта для Адама Баркинхоева началась с ингушских игр, где его способности были замечены представителями Президиума Федерации региона. Талант молодого спортсмена, помноженный на многолетний опыт его наставников, принес желаемый результат – золото страны и шанс испытать свои силы на чемпионате мира и Европы. Все соперники были хорошие, запомнилась одна схватка мне с международником Роман Филиппов. Ну, я смог выиграть его тоже. Но он знал мои слабые места, поэтому хотел воспользоваться шансом. Но так получилось. Когда он стартанул, я смог его остановить, и он получил фол. И таким образом он проиграл. Сборная России на сегодняшний день остается мировым лидером в армрестлинге. И определенный вклад в это вносят и ингушские силачи. На крайнем чемпионате страны нашей республике по объективным причинам не удалось представить весь состав подготовленных спортсменов, а лишь тех, кто имел больше других шансов на победу. Но это не единственное достижение наших рукоборцев на всероссийской арене. У нас в Екатеринбурге проводился первенство России. Туда поехали тоже с командой. Наш парень Беков первым стал. Вот он, Исмаил Ахмед был, тоже у него были хорошие шансы выиграть. Ну, тоже, да, опыта не было. В Венгрии будет чемпионат Европы. Эти два парня, это по взрослым, тот по юниорам. В Венгрии у нас Европа, потом в Грузии будет чемпионат мира. Но двое отобрались, это очень хороший результат. Надеемся, что там тоже они покажут достойно выступить. При подготовке к чемпионатам уровня страны и мира спортсменам приходится набирать или наоборот избавляться от лишних килограммов, чтобы войти в ту или иную весовую категорию. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на кондиции атлета и напрямую отразиться на результате схватки. Именно это произошло с еще одним участником чемпионата России – Али Тимурзиевым. За 6 недель до старта ему предстояло согнать порядка 14 килограмм. Изматывающие тренировки и большая потеря калорий отразились на достоинстве медали. В четверть-полфинала мне попался спортсмен из Татарстана. Он многократный чемпион России, многократный чемпион мира. Ну, достойный соперник для первого места. Но ему я и проиграл в четверть-полфинала. Ну, чуть-чуть не хватило. Трансляцию чемпионата России смотрят с замиранием сердца рукоборцы по всему миру, пытаясь проанализировать свои шансы против наших чемпионов. А мы будем следить за нашими претендентами на самые высокие места на чемпионатах и первенствах Европы и мира. Харон Аздоев, Магомед Дидигов, Новости 24.